Российские спортсмены остались без флага. На предстоящих зимних играх в Южной Корее россиянам предлагают выступать под символами Международного олимпийского комитета. Это беспрецедентное для истории Олимпиад явление. В Северной Осетии на решение МОКа отреагировали остро. Наша республика воспитала более 20 чемпионов в летних видах спорта. И на зимние у нас тоже свои виды. Ребята активно занимаются на ледовой арене и побеждают на турнирах и чемпионатах. Известие о том, что МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России за допинговые нарушения, допущенные на играх в Сочи, для начинающих осетинских спортсменов тоже стало поводом задуматься, а сбудутся ли их олимпийские мечты. Мы связались с победителем 3 Олимпиад, депутатом Государственной Думы Артуром Таймазовым и попросили поделиться его взглядом на ситуацию. Мое мнение по поводу несправедливости Международного олимпийского комитета, по несправедливости к нашей стране, к нашим олимпийцам, я все-таки считаю, что есть ребята, которые отдали всю свою жизнь для того, чтобы стать олимпийским чемпионом. И я считаю, что не надо их осуждать. И если даже кто-то решит поехать на Олимпийские игры под флагом Международного олимпийского комитета, я считаю, что они должны выступать, потому что золото они привезут в Россию. И это для некоторых это может быть и первый, и последний шанс, чтобы стать олимпийским чемпионом. Я считаю, что спортсменов осуждать не надо, потому что они живут этой надеждой. И было бы, наверное, правильно, если бы их поддержали в том, что нужно выступать.